Сегодня отмечается Всероссийский день воспитателя и дошкольного работника. Детская музыкальная школа города Канаш собрала всех желающих на яркое, красочное музыкальное мероприятие. Каждый год осенью в России поздравляют работников дошкольного образования. Этот праздник относительно молодой. Он появился менее 10 лет назад по инициативе самих воспитателей, которые захотели иметь свой профессиональный праздник, аналогичный Дню учителя. Знаменательная дата призвана повысить престиж профессии и отметить нелегкий повседневный труд воспитателей. Несмотря на то, что праздник выпал на середину недели, виновники торжества отметили его в уютной мелодичной обстановке, а именно в детской музыкальной школе. На этом, как и на любом другом празднике, присутствовали почетные гости нашего города. Глава города Канаш, глава администрации, заместитель главы по вопросам социальной политики, начальник отдела образования и молодежной политики. Каждому из вас, наверное, хотелось бы пожелать, чтобы вас любили, ценили, в основном здесь женская часть нашего населения, чтобы вы всегда были с крепким тылом, чтобы было на кого опереться. Ну и никогда не желаю терпения. Дай Бог, чтобы вам не приходилось никого терпеть. Дети у нас сегодня атомные. Вы сами, наверное, свидетели того, что иной раз непредсказуемо, но таких трудов вам стоит того, чтобы из них сделать настоящих, достойных людей, которые будут развивать наш город. Самые добрые, самые мудрые, самые отзывчивые люди – это вы, воспитатели. И сегодня я хочу пожелать вам крепкого здоровья, творческих успехов. Хочется, чтобы каждый день ваши непоседы любимые дарили вам только радость, чтобы вся та любовь и теплота, которую вы ежедневно отдаете своим детям, приносила вам каждый день успехи и удачи. Ну и, конечно же, хочется пожелать вам материального благополучия. И чтобы каждый новый день не был прожит в упорном труде, а всегда находилось место для непринужденного, светлого, приятного отдыха. С праздником! Работников дошкольных учреждений награждали за добросовестный труд и заслуги в сфере образования, за большой личный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения и многолетний плодотворный труд, за значительные успехи в организации и совершенствовании воспитательно-образовательного процесса. За активное участие в общественно-политической жизни города были награждены руководящие лица дошкольных учреждений города. За активное участие в укреплении профсоюзной организации и просто в честь Дня воспитателя и дошкольного работника. Я решила стать педагогом. Мне очень эта профессия нравится. Мой папа был заслуженным педагогом по предмету математика и физика. Эта любовь к этой профессии, она мне передалась через отца, через родителей. Но когда я закончила институт, появилась семья, появились дети, появились какие-то трудности. Сначала, конечно, я работала в школе, ну а потом переквалифицировалась. Мне хотелось побыть с детьми. Они мне очень дороги, очень любимы, ведь дети – это наше святое и наше будущее. На празднике звучали яркие песни, веселые наигрыши школьной польки и душевные поздравления почетных гостей мероприятия. Известно, что победителями смотра конкурса «Образцовый детский сад» в городе Канаш стали детский сад номер 9 и детский сад номер 20. Им вручили диплом победителя смотра конкурса и благодарности всему коллективу детского сада за активное участие в обмене передовым опытом. Без наших помощников не было бы этих грамм. Заслуга всего детского сада. Спасибо всему коллективу. Очень вас люблю и ценю каждого. Современные дети, но они отличаются, конечно, от того, что было раньше. Дети были раньше, намного стеснительнее, наверное. Сейчас дети уже прямые. Что хотят, то спросят. Ничего уже почти не стесняется в наше время. Они стали более подкованнее, что ли. Не знаю. Думаю, что времена меняются, дети меняются. Этот профессиональный праздник был по-настоящему красочным и гармоничным. Никто из присутствующих гостей не остался равнодушным. Я проработав 34 года в школе, заведующей садика я сегодня именно исполняется всего лишь 2 месяца.
И, конечно, придя в детский сад, я обратила внимание на то, что воспитатели, они более мягче, наверное, потому что их окружают маленькие совсем детки. Когда я пришла первый день только в ясельную группу, мне хотелось вот всех обнять, их таких маленьких-маленьких, таких сладких-сладких ребятишек. Сейчас, конечно, я вижу, что и воспитатели такие же по отношению к ним, потому что ребенок должен ходить с удовольствием в детский сад. Когда он утром просыпается, его должно тянуть и к воспитателю, и к помощнику воспитателя. И этому должна располагать вся атмосфера детского сада. И мы, конечно, с воспитателями очень стараемся, чтобы в нашем детском саду было уютно, красиво, светло, чтобы дети нас любили. Мы поздравляем всех воспитателей и дошкольных работников с праздником. Желаем приятных рабочих будней, радости каждый день и огромного желания трудиться еще много-много лет. Людмила Матвеева, Павел Демин.